вносит вклад в развитие башкирского бренда. Она шьет национальные костюмы и обучает тонкостям своего ремесла подростков. Хранители самобытной культуры в сюжете Ирины Швец. Мы набираем 16 штук, а зеленая будет у нас центровая. Зеленая центровая, да. Да. Бусина за бусиной собирается узор. Так кропотливо идет работа над кашмау. Это женский головной убор башкирского национального костюма. Правда, позволить такой аксессуар могли себе только состоятельные невесты. Когда невеста выходила замуж, она либо себе его шила сама, либо ей дарили. То есть это был такой переход из невесты в замужнюю женщину. В жизни Розали этот кашмау не первый. Именно на создание национальных украшений специализируется мастерица. Причем у женщины есть и своя философия. Прежде чем приступить к работе, до мельчайших деталей нужно изучить историю народа и его традиции. С возрастом зов в крови, там, я не знаю, как это даже назвать, мне всегда было интересно, так как я по национальности башкирка, есть как бы и татарская кровь, всегда интересно было, то есть, как жил мой народ. Этих же принципов придерживаются и ученики Розали. Аля Кутлова, художница, и уже год посещает уроки мастерицы. Я очень благодарна, что у меня такой учитель. Она действительно с добротой и с теплотой принимает всех. Любого человека берет в свою команду и с радостью не учится этому. А началось все с того, что женщина загорелась желанием сшить себе национальный костюм, в котором бы она представляла свои работы на выставках. Вот и результат обучения. Просто лежали, не использовались никак, как в копилочке лежали. Я решила их использовать уже для моего украшения. Нагрудник и стал первым украшением, которое сделала Алия. Символично, что и для ее учителя Розали с этого предмета началось увлечение башкирским национальным костюмом. Вот здесь медаль «Материнская слава». Я как раз являюсь многодетной мамой, то есть это моя настоящая медаль. Как и башкир, они самые ценные нашивали на нагрудное украшение. Соответственно, я тоже недалеко отошла от традиций. Сегодня рукотворная коллекция Розали насчитывает десятки вещей ручной работы с национальным колоритом. Это не только украшения, но и брелоки, картины, платья, платки. Есть и мужские аксессуары. Вот такой кисет или янсык дарили женщины своим мужьям и братьям, когда те отправлялись в военные походы. Туда клали горные травы и обязательно горсть родной земли, чтобы отважные воины не забывали о своей отчизне. В планах у Розали запустить в творческой мастерской еще одно направление – забытые ремесла. Обучать детей и взрослых ткачеству, валянию из войлока, вышивке, изготовлению народных кукол. Рукодельница надеется, что это удастся сделать уже в следующем учебном году. Ирина Швец, Данил Неволин, Вести, Башкортостан.